Гаис Исхаки 23 февраля 1878 года, деревня Юширма. Он же деятель татарского национального движения, писатель, публицист, издатель и политик. А теперь будем говорить о его биографии. Кто он такой? Гаис Исхаки учился в медресе города Чистополя и Казани. В 1899 поступил в русскую учительскую школу ГА Казани. Гаис Исхаки начал свою литературную деятельность в конце XIX века. Его первые произведения «Радости познания» вышло в свет в 1896 году и имело огромный успех среди читателей. А в последующие годы он написал такие произведения, как «Девушка из шапочной мастерской», «Дочь нищего», «Сын богача», «Две любви» и другие романы и драмы. После революции 1905 года, то есть после получения свободы и печати и слова, его литературная деятельность особенно усилилась. Он написал большинство своих произведений именно в этот период, с 1905 до 1917 года. За эти годы он написал около 30 романов, драм и рассказов. Наиболее известными его произведениями этого периода являются «Ад», «Жизнь ли это?», «Мула Бабай», «Солдат», «Бредни», «Зулейха», «Учительница» и другие. Классические драмы «Зулейха» и «Учительница» ставились на сценах татарских театров вплоть до 1923 года, когда советское руководство узнало о его эмиграции и антибольшевистской деятельности. Впоследствии издание его произведений было запрещено. В России. В мае 1917 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд мусульман. Гаис Исхаки принимал активное участие в подготовке и проведении этого съезда. На этом конгрессе была принята резолюция азербайджанского деятеля Расулзаде о территориальной автономии для тюрко-мусульманских народов в составе Федеративной Демократической России. По предложению Гаиза Исхаки на Конгрессе был учрежден Центральный национальный совет. Этому совету было поручено разрешение культурных, национальных, религиозных и политических задач тюрко-мусульманских народов бывшей империи. С 21 до 31 июля 1917 года в Казани проходили заседания одновременно 3 конгрессов: Военного совета мусульман России, Конгресса духовенства и Второго общемусульманского конгресса. На совместном курултае этих 3 конгрессов, в организации и проведении которого большую роль сыграли Садри Максуди и Гаис Исхаки, 23 июля 1917 года было объявлено создание национально-культурной автономии татар Поволжья и Урала. 20 ноября 1917 года в городе Уфе собралось Национальное собрание для окончательного учреждения национальной государственности татар. Здесь было создано Национальное управление, которое состояло из 6 комиссий. Гаизу Исхаки было поручено руководство внешнеполитической комиссией. После занятия большевистскими войсками в апреле 1918 года городов и сел Татаро-Башкирии, Национальное управление было ликвидировано. Типографию и редакционное имущество газеты Гаиза Исхаки «Страна» большевики конфисковали. Исхаки был вынужден уйти в подполье.